Kechir meni. Qo'lim. Qachon qattiq qara. Она сыграла важнейшую роль в переломные моменты истории кыргызского народа. Кроме нее, никто из женщин дважды не удостаивался высокого звания датка. Она прославилась своим блистательным умом и смелостью. Каждый сейчас уже догадался, о ком идет речь. Курманжан Датка. Образ мудрейшей правительницы на большом экране в 2014-м воплотила народная артистка Назира Мамбетова. Через кинокартину режиссера Садыка Ширнияза зрители смогли визуализировать историю, когда ради спасения целого народа Курманжан Датка пожертвовала своим сыном. Очень тяжело было каждому зрителю довести ее дарование, ее политические достоинства, ее как мать, как женщина передать. Конечно, тяжело было, сложно было. Оцените, пожалуйста, как она прощалась с сыном. Мне кажется, ради народа, ради мира она жертвовала своим сыном. Фильм впечатлил даже зарубежных киноманов. Назира Мамбетова отмечает, что у них также возрос интерес к изучению истории кыргызского народа и то, какое место в ней занимает именно женщина. И если через образ Курманжан Датки можно говорить о благородстве кыргызских женщин, то их героизм и потрясающая сила духа отражены в фольклоре. Каныкей – идеальный образ женщины-матери, жены и друга Манаса. Айчурек – жена Семитея или Кыссайкал. Отрывок из Манаса о Батыре, который влюбился в нее, исполняет сказительница эпоса Ширин Сарыгулова. Кыссайкал – настоящая воительница, всегда носила меч и копье. Никто не знал, что перед противником выступала девушка, пока в один день она не сняла свой шлем. В эпосе Манас говорится: свой шлем перед народом снял, узрел собравшийся народ, прекрасный юный женский лик. Она настоящая воительница. В истории кыргызского народа, богатой на самые разнообразные события, встречались уникальные личности, несомненно оставившие свой след в летописях. В их числе бесстрашные женщины. Они не только не уступали в боевом мастерстве мужчинам, но порой и превосходили их. Например, знаменитая Джангыл Мырза – отважная женщина. Она искусно владела несколькими видами оружия. Женщины чаще превосходили самых сильных мужчин и в случае опасности всегда вставали в общий строй. Своими подвигами они прославили народ. Бесстрашные они с потрясающей силой духа восхищают и завораживают. Сегодня эти женщины по-прежнему служат достойным примером для потомков. Аяна Дюшикеева, Исентурабыкеев, Алато, 24.